Сегодня пятница. Хочется провести ее бодро и весело. Северин, я уже даже придумала, куда пойду. И куда же, интересно? Караоке. Только вот не хочется пугать посетителей своим сногсшибательным вокалом. Слушай, а может быть у тебя есть знакомые, которые смогли бы научить меня петь? К твоей радости, а может, к счастью, посетители этого самого караоке, я знаю, с кем тебя познакомить. Екатерина Курочкина, преподаватель вокальной студии, уж точно научит тебя петь как соловушку. Екатерина, скажи, пожалуйста, почему решила стать преподавателем в вокальной студии? Что сподвигло? Во мне огромный потенциал, как народная певица, и мне хочется этим своим потенциалом и опытом, который я уже наработала годами, а пою я без малого лет 25 уже, и я хочу делиться. Я хочу, чтобы мои ученики принимали от меня все, что я могу им дать. И для меня самая большая награда будет, если это мой ученик будет лучше, чем я. Если он выйдет не только на российскую, но и международную сцену. Ну вот с эстрадным вокалом более-менее все понятно. То есть это популярная музыка, какие-то, я не знаю, песни популярные. А что касается народного пения, есть интерес ли? Потому что там ведь, мне кажется, в какой-то степени сложнее может быть петь. В народном пении сложнее тем, что там нужна душа и там нужна определенная постановка голоса. То есть не каждый человек сможет петь народную песню. Если я, как педагог, могу петь и эстрадой, и народным, и академическим вокалом, потому что я это умею, а человек, который приходит ко мне и пел когда-то, например, эстрадные песни и хочет перестроиться на народное, это очень трудная работа, чтобы перестроить его на народную манеру. Именно. Как почувствовать в себе талант к пению? Можно самому как-то распознать, чтобы, не стесняясь, прийти в студию? Да, конечно. Если человек попадает хотя бы в 3 ноты, то это уже присутствие слуха, то это можно развить. Слух, он развивается. То есть, в принципе, голос можно поставить, да? Абсолютно всем. Ошибочное мнение, когда преподаватели говорят, что здесь нельзя ничего сделать, здесь не будет человек петь. Абсолютно всем можно поставить голос. Вопрос, сможет ли человек познакомиться со своим голосом, когда он его услышит, какой он на самом деле может быть, сможет ли он петь потом. А есть люди, которые поначалу боятся своего голоса? Да, конечно, это я. Я, когда начинала петь, и когда я начинала себя слышать в микрофон, в мониторы, я жутко боялась себя. Я, когда увидела себя первый раз по телевизору и камеры, я жутко боялась. Это все опыт, это все только со временем. Ходить тоже не все сразу научились, и тоже боялись сначала. Я знаю, что у тебя уже есть талантливые ученики, которые добились определенных успехов. Расскажи хотя бы о таком-нибудь. Да. Одна из моих учениц – это Машаева Милина. Она у меня заняла недавно 1 место в городе Сочи на конкурсе «Кубанский казачок», организаторами которыми являлись казачий кубанский хор. Она заняла в своей номинации 1 место. Стала лучше всех, чем я очень сильно горжусь. А можно ли про нашу республику сказать, что она поющая? На данный момент уже можно. Уже можно, потому что меня это очень радует, что очень много людей талантливых, что приходят в студию заниматься действительно талантливых детей приводят. И единственное, что им мешает, это социум, который начинает нажимать на ребенка, чтобы нет, не надо заниматься вокалом, иди, пожалуйста, занимайся финансами. То есть, да. А ведь вы знаете, что вокал любой, вообще пение, вообще ноты, вообще изучение музыки – это развитие ребенка и развитие человека во всех отношениях. Не только умственно, но и душевное развитие. Люди становятся добрее, веселее и принимают себя. А в любом возрасте можно начать петь? Или уже если в детстве не начал, то все, до свидания? В любом возрасте. В любом. В этом я убедилась на своем опыте. Ко мне пришла женщина, ей 50 лет, и она сказала, что, извините, я бы никогда не пела, и я хочу спеть. Пела там, может быть, застолье. И когда она услышала свой голос и возможности своего голоса, она взлетела, и она у меня сейчас поет как соловей. Как соловей просто. А что пожелаешь тем людям, которые, может быть, задумываются, рискнуть, пойти в какую-нибудь студию вокальную, попытать себя? Вообще я пожелаю тем людям, которые вообще о чем-то когда-то задумываются, всегда пробуйте.
Потому что не попробовав, вы не узнаете, получится у вас или нет. Приходите к нам. Спасибо большое. Я желаю талантливых учеников. Спасибо. И всего самого хорошего и новых успехов.